Жители одного из домов по улице Печорской в Ухтинском микрорайоне УРМЗ рискуют уйти в зиму с прохудившейся кровлей дома. До конца сентября местная управляющая компания обещала провести ремонт крыши, но работы так и не начались. Виктория Науменко выехала на место и поняла, это далеко не единственная проблема. Проблема этого дома заметна уже с улицы любому обывателю. Случайные гости не сразу понимают, где тут подъезды, с какой стороны попасть во двор и что вообще здесь считать двором. Ведь привычного асфальтового покрытия тут просто нет. Это подъезд к дому номер 10Г по улице Печорская. Точнее, распутица, которую ежедневно приходится преодолевать жителям, выходя и входя в свой дом. А еще снаружи видно разрушенную отмостку. Из-за нее внутри дома по углам проваливается пол, а основа напольного покрытия, деревянные лаги, гниют, потому что в подвале стоит вода из-за неисправных труб отопления. Тут на улице тот угол, весь уже кирпичи выпадают, и из-за этого тут уже все сгнило, потому что вода стоит в подвале. Все капает, да. И там вот вода прям стоит, прям видно, там вода. У нас дом просто потихонечку оседает. Тут надо все менять, тут уже все старое, сколько лет, тут уже никто ничего не меняет. И оно вот живем, не знаю, как на пороховой бочке. Кровля протекает, кирпичный дом оседает, между плитами перекрытия образовались огромные щели. Через них при малейшем дожде вода льется ручьями по всем 3 этажам. Местные жители все свои несчастья связывают с работой новой управляющей компании. Дескать, это ее специалисты вовремя не убрали глыбу льда прошлой зимой. Она впоследствии повредила без того хлипкое покрытие кровли. Они, во-первых, не убрали, вот здесь глыба висела в начале апреля позатого года. Они вот здесь с краю глыбу сдернули, ну, небольшую, а вот это оставили. Просто надо было дорогу прочистить, чтобы вышка подъехала, а они этого не сделали. Мы год как купили, мы заехали, как раз крыши уже не было. Мы в управляющую компанию, потому что это все текет, раньше только угол тек. Сейчас, чем больше дождей, уже дошло до 2-й комнаты. Здесь ни окна не поменять, ничего, потому что уходят плиты. Сами видите, какие дыры. Различные емкости, детские ванночки, тазики, кастрюли в подъезде на всякий случай не убирают. Крыша может потечь в любой момент. А от постоянно сырых стен в подъезде и квартирах разрастается черная плесень. И вот здесь вода шла прямо на пол. Это там ведь тоже уже плесень. В управляющую компанию жители дома обращались множество раз. Ответ был один – приедем, посмотрим. Причем сотрудники действительно приезжали и смотрели, а еще обещали выполнить работы. Бесполезно, ну вообще никаких. Не, они обещают через месяц, через 1,5, через день. Вот сейчас обещали до конца сентября. Ну, где? Уже октябрь. Я к ним сходила, это было начало месяца. Они мне сказали, то, что с Кирова заказали они шифер волнистый, потому что здесь они найти не могут. До 30 сентября они нам сделают. Прокомментировать нарушение сроков нам управляющей компании не смогли, но пообещали взять проблему на карандаш. К слову, в случае ненадлежащего обслуживания управляющей компании дома жильцам нужно обращаться с жалобой в Госжилинспекцию. Ускорить сроки капитального ремонта тоже могут сами собственники. Все, что нужно, это провести общее собрание жильцов. Городское управление ЖКХ поможет. Собственники могут перенести срок проведения капитального ремонта на основании решения общего собрания и решения уполномоченной комиссии, которая у нас работает при фонде капитального ремонта многоквартирных домов. Для этого собственникам нужно провести общее собрание, принять решение. До этого момента они должны получить заключение специализированной организации о техническом состоянии конструктивных элементов и инженерного оборудования в доме. Полученные документы с фотофиксацией после нужно предоставить в уполномоченную комиссию при фонде капремонта многоквартирных домов. В городской администрации при необходимости готовы оказать методическую помощь. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.